Как правильно устраивать ночь хны, учили в Крыму. В Симферополе в культурном центре «Созидание» провели инсценировку крымско-татарского свадебного обряда хна-геджесы – ночь хны. Обряд проводится в последнюю ночь, которую невеста проводит в отчим доме. Все подробности в материале. Считается, что пока хна держится на руках у невесты, она принадлежит своей семье. Как только она отходит, девушка становится членом новой семьи, своего мужа. Я мало знаю о хна-гедже, потому что такие мероприятия у нас проводятся редко. Меня очень радует тенденция возрождать эти обычаи, потому что это неотъемлемая часть нашей культуры. Это особенно важно и полезно для нашего молодого поколения. Мне интересны обычаи, традиции крымско-татарского народа. Я пришла, чтобы усовершенствовать свои знания по религии. Я очень интересуюсь крымско-татарскими обычаями и культурой. Это и привело меня сюда. Как по мне, наша молодежь должна сегодня чаще посещать такого рода мероприятия. Ведущие рассказали о крымско-татарском обычае, который проводится перед свадьбой – нанесение хны. Так, в последнюю ночь, которую проводит невеста в отчим доме, устраивается хна-геджесы. В этот вечер в дом невесты приглашаются ее сестра и подруги. Невеста, как правило, должна быть одета в красное с красным платком на голове, закрывающим все лицо. В саму ночь женщины много поют, танцуют и устраивают игры. Под напев народных песен в исполнении девушек невесте разрисовывают ладони и руки хной. Остатками хны красили пальцы всем остальным девушкам, желая им скорейшего замужества. Также после окрашивания невесте закрывали глаза и выводили ее в круг сестер и подруг, после чего она должна была с закрытыми глазами выбрать следующую девушку, которая выйдет после нее замуж. Традиционно каждый год мы проводим хна-гедже. В этот раз мы добавили тему и провели семинар «Отношения невестки и свекрови». Организация НУР часто устраивает такого рода мероприятия и надеется, что ими сможет популяризировать крымско-татарские традиции. Сусанна Ваитова, Заман, АТР.